Здравствуйте! В эфире передача «Будем вместе». Сегодня мы поговорим о начальной профессиональной подготовке учащихся коррекционных школ. Продолжим знакомство с Якутским технологическим техникумом сервиса, где профессиональное обучение проходят дети из детских домов, коррекционных школ и замещающих семей. Ну а начнем по традиции с рубрики «Ищу семью». Знакомьтесь, родные брат и сестра, 15-летняя Наташа и 14-летний Сережа. Меня зовут Наташа, мне 15 лет, учусь в 9 классе, увлекаюсь книгами, пением. Наташа, а мечтаешь ты о чем? Раньше мечтала стать певицей, хотела славы большой. Сейчас, знаете, еще какая мечта была? Стать библиотекарем. Сидеть, чувствовать запах книг, газет, спокойно читать, сидеть. Хочу стать волшебником, как Гарри Поттер, и попасть в Хогвартс. Чудеса бывают, мне кажется. Какое блюдо ты умеешь готовить, Сереж? Я умею готовить оливье, весенний салат, простой салат, бутербродики всякие. Наташа, она как сказать, можно сказать, она очень добрая, очень начитанная, очень умная. Так, и я сам, получается, же новенький же, да, только начинаю работать, и она мне помогает очень даже советами делится, как в таких, допустим, ситуациях, как поступать, получается, наталкивает меня. Так, Сережа очень старательный, очень умный. По арифметике, то есть по математике очень хорошо решает примеры. Тоже прислушиваюсь совета его, помогает. В основном мы вместе занимаемся рукоделием, можно сказать. Делали разные картины, рисовали вместе. Сейчас мы вместе совместно делаем шлем «Рыцарь года». Я хочу, чтобы у меня была полноценная семья, чтобы мои дети не страдали, как мы, чтобы счастливы были всегда, чтобы все было у них хорошо. Хочу тоже, чтобы был любимый человек, дети, чтобы уважали всех и меня тоже любили. Как все, как все, как все, как все, я по земле хожу, и у судьбы, как все, счастья себе прошу. Наташа и Сергей – дружные, добрые и открытые дети. Они хотят иметь семью и жить в своем доме. Здравствуйте, меня зовут Алена, мне 11 лет. Я закончила 5 класс без троек. Люблю заниматься, делать поделки, вышивать, крючком вязать, спицами. Мой любимый предмет в школе – математика. Алена, а какие твои любимые животные есть? Да. Какие? Собака и кошка. Собака и кошка. Ты бы хотела иметь собаку? Да. А какой породы? Овчарку или хаску. Наверное, думаешь, кем ты станешь? Воспитателем. Воспитателем в детском садике? Да, или у младших детей в детском доме. А почему воспитателем? Потому что мне нравится работать с маленькими детьми. А маленькие дети, они какие, расскажи? Они веселые, смешные. Но бывают иногда капризные. Мчится время полным ходом, но у нас в стране родной не ушли в забвение годы, что отмечены войной. На уроке в 1 классе тихо шепчут малыши: год победы, помнишь, Вася? 45-й запиши. 41-й учит наша детвора, а для бывшего солдата это вроде как вчера. У Алены есть младший брат Миша. Ему 7 лет. Детям очень нужна семья.
В нашей республике существует 2 коррекционные школы для детей с нарушениями интеллекта. В них живут и учатся свыше 100 детей. Из-за определенных ограниченных возможностей они не могут получить желаемое образование, и очень важно обучить их рабочим профессиям, которые помогут им обеспечивать себя в будущем. Мы организовали работу таким образом в специальных коррекционных школах, да, для детей с умственной отсталостью, да, чтобы они вот начальную профессиональную подготовку получали у себя в школах. И обучение этих детей, сроки обучения, они так длинные, так они обучаются 12 лет. И последние вот 2-3 года, да, они полностью обучаются для того, чтобы получить какую-то профессию. Там слесарь, сантехник, например, да, так еще плиточник, штукатур, маляр. И они овладевают вот начальными навыками таких профессий. Если сказать о республиканской школе, да, номер 2, так, у них есть соглашение с республиканским техникумом для людей с инвалидностью. Дети вот в старших классах, да, так, они еще параллельно получают начальное профобразование именно в республиканском техникуме для лиц с инвалидностью. И когда они получают свидетельство, да, установленного образца, и получают вот разряды, так свидетельство тоже им вручается о том, что вот они имеют тот или иной разряд по тем профессиям, по которым они выбрали и проходили обучение. Начальное профессиональное образование для учащихся коррекционных школ, безусловно, очень важно. Но для детей с нарушениями интеллекта необходимо создание особых условий для профессионального обучения. Необходимо, наверное, вот по рабочим специальностям, чтобы планировалась подготовка именно детей из коррекционных школ. У нас вот, например, в последние годы открылись медико-комиссии по всем почти улусам открылись. Сейчас количество детей, выявленных детей с олигофренов увеличивается с каждым годом. Вот таких детей в улусах тоже есть. Поэтому, конечно, будет проблема стоять именно также устройство детей из улусов. Поэтому, конечно, вот мечтал бы, вот, например, раньше, помните, в советское время были учебно-курсовые комбинаты, там, где учили простым рабочим специальностям. Там, как называется, обложка делают для книг, альбомов, даже на машинке печатают, швея, штукатур, маляр, вот такие вот тоже рабочие специальности. Как раз вот по ландшафтно, дизайнер могли бы работать с садоводами и так далее. Могли бы такие вот учебно-курсовые комбинаты для наших детей открыли бы, вот, таких для умственно отсталых детей. Это, конечно, мечта. Для учащихся коррекционных школ, детских домов и замещающих семей очень важно получение профессии для успешного трудоустройства и выхода в самостоятельную жизнь. Одним из учебных заведений, где обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, является Якутский технологический техникум сервиса. Одно из востребованных направлений – технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий. Для обучающихся в техникуме созданы все необходимые условия. Предоставляется общежитие, выплачиваются социальные стипендии и иные формы поддержки. В техникуме успешно обучаются дети из коррекционных школ, детских домов и замещающих семей. Благодаря высокой организации и сотрудничеству с Центром занятости населения выпускники техникума успешно трудоустраиваются.
Занятость в нашем техникум 100%, трудоустройство больше 80%, да? Но под занятостью мы имеем в виду, например, дальнейшее обучение. Например, ребенок поступил, не знаю, там, на повара-кондитера, да? Отучился, а потом он хочет повысить свою квалификацию, то может пойти учиться на высшее учебное заведение, например, инженером, технологом, или у нас продолжит обучение по специальности технологии продукции общественного питания. Ну, тоже занятость, тоже по профилю. С детьми, которые относятся к категории дети-сироты, да, конечно же, есть, ну не только с ними, да, есть проблемы по трудоустройству, да, проблем не бывает, если ты не работаешь. И, конечно же, одним из путей решения, да, данной проблемы является то, что мы в этом году разработали проект, называется он «Производственное обучение как практикоориентированный ресурс, обучение лиц с ОВЗ и их трудоустройства», да, и на базе которого мы думаем, получается, если мы его введем, все-таки проблема будет менее ощутимой. Да? Что это предполагает? Да? Мы сегодня снимали с вами как раз-таки в кондитерском цехе, да, как ребята у нас по профессии кондитер проходят производственную практику. Да? Снимали сегодня в столовой на Чернышевского, да, как тоже ребята на практике проходит производство свое, да, то есть, да, этим ребятам, когда они социализируются, когда проходят практику с людьми уже, которые работают в производстве, да, потом будет, ну, скажем так, более легче устраиваться на работу, то есть увеличивать процент трудоустройства. Техникум учитывает в своей работе реалии сегодняшнего дня. Растет потребность специалистов с высшим образованием. Поэтому техникум активно сотрудничает с вузами, и студенты по окончании продолжают учебу в высших учебных заведениях. С одним из выпускников техникума, ныне получающим высшее образование, мы встретимся в одной из следующих передач. Студенты Якутского технологического техникума сервиса активно и успешно участвуют в отборочных соревнованиях национального чемпионата «Молодые профессионалы», что дает высокую оценку техникуму. Тема профессионального обучения выпускников коррекционных школ, детских домов и замещающих семей на сегодняшний день очень актуальна и позволяет поднять волнующие вопросы профессионального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы продолжим освещать эту тему в нашей передаче. Всего вам доброго. До свидания.